садразам, первый министр, была аналогичная должность и в Крымском ханстве. Только вот должность визирь, или как она называлась в государстве крымских татар, баш-ага, а чуть позднее хан-агасы, была учреждена довольно поздно, в конце XVI века, крымским ханом Бурагази-Гираем II. Учреждение новой должности не было прихотью хана. Великий визирь в крымском государстве необходим был главе ханства как опора, доверенное лицо, в руках которого сосредоточилась бы фактическая исполнительная власть и сила, способная охранять ханский трон от каких-либо посягательств. Баш-ага или великий визирь, первый министр хана и его советник, был по сути предводителем аристократии ханства. В иерархии сановников он уступал первенство только духовному лицу – муфтию. Все дела государства находились в его руках. Он следил за гражданским правопорядком на основе законов и традиций ханства, являлся хранителем ханского имущества и печати. Если хан отправлялся в военный поход и не брал с собой своего визиря, последний оставался наместником, и фактически высшая власть до возвращения крымского хана была в его руках. Высокую почетную должность визиря стремились закрепить за собой беи из рода Ширин. Однако крымские монархи оставили за собой прерогативу назначать на этот пост свою кандидатуру. Примечательно, что в отличие от соседней Османской империи, где великим визирем мог стать любой, кто был в фаворе у султана, будь то бывший дровосек или повар, в Крымском ханстве на эту должность назначались люди исключительно благородного происхождения, хорошо образованные и с безупречной репутацией. Доходы баш-ага были сравнительно невысоки, и тем не менее, несмотря на это, почти все великие визири слыли меценатами и занимались благотворительностью, жертвуя солидные средства на строительство мечетей, школ, фонтанов, больниц. В подчинении крымского визиря находилась личная элитная гвардия крымского хана Капы-Кулу, а в обязанности входило следить за общественным порядком столицы и ее округи, утверждать все юридические и судебные дела. Все назначения на должность при дворе проходили через великого визиря. Нередко визири принимали участие в судебных процессах ханства. И неважно, слушалось ли дело простого гражданина или мурзы, перед великим визирем были все равны. Крымские визири были яркими личностями. Среди них, конечно же, были интриганы, но все они действовали в интересах своего государства. Нередко было так, что великий визирь оставался на своем посту, даже когда происходила смена власти. Нередко визири сами приводили на престол свою кандидатуру крымского хана. Сегодня о крымских великих визирях пишут мало, но, безусловно, они оставили глубокий след в истории своего государства. Многие из них погребены на ханском кладбище в Хан-Сарае, рядом со своими повелителями.